Землю населяет множество народов. Каждый этнос вносит огромный вклад в общее культурное наследие нашей планеты. Это касается рэпа и хип-хопа в целом, ведь музыка – это универсальный язык, самый понятный и доступный способ общения. Всем привет! Колкраш на связи. Я представляю новый выпуск интерактивного проекта «Рэп-музыка народов мира», в котором знакомлю вас с творчеством крутых МС из разных точек земного шара. И сегодня мы поговорим о рэп-артистах из страны Великой Степи – Казахстан. Скриптонит – самый известный казахстанский рэп-исполнитель из города Павлодар. Начинал свой тернистый творческий путь в группе образованной в 2009 году с другом Найманом. Позже в коллектив вступили 104-й, Трувер и другие братья по рэп-оружию. Адиль частенько упоминал данное объединение в своих треках и всячески помогал братишкам в распространении их творчества. Впервые босс казахстанского рэпа громко заявил о себе в 2013 году видеоклипом на песню «Выбор без вариантов. Все, что ты нам дал». Спустя 1,5 года выпустил дебютный альбом на лейбле Gas Golder «Дом с нормальными явлениями», который стал одним из самых удачных русскоязычных релизов 2015 года. В 2018 разделил свое творчество на 2 проекта – Скриптонит и группа Скриптонит. Как объяснил сам Адиль, такое разграничение касается не только записи песен, но и концертов. То есть сольно он выступает только с диджеем, а группой с музыкальным бэндом из 8 человек. В 2019-м Скрип ушел из творческого объединения Басты и основал собственный лейбл «Музыка-36», который проработал пару лет и прекратил свою деятельность в 2022 году. Однозначно я восхищаюсь Скриптонитом как личностью, ведь именно он проложил дорогу для многих артистов из Казахстана, Кыргызстана и других среднеазиатских регионов в большую музыкальную индустрию. Я внимательно слушаю все его альбомы в надежде забрать хотя бы один хит в свой плейлист. Но за 10 лет мне не понравился ни один его трек. Не знаю, не мое и все. Мне не особо вкатывают треки рэперов, читающих в стиле мамбл. Скорее всего, я еще не созрел до такой прогрессивной музыки. Джа Калиб – рэпер, певец, битмейкер и продюсер из города Алматы. Настоящее имя – Баха. Рэп-музыкой увлекается с малых лет. В детстве учился в музыкальной школе по классу саксофона. Широкую популярность получил благодаря соцсетям, где и распространялись его треки. Среди первых произведений наиболее популярными стали S&D, «Сжигая дотла» и «Твои сонные глаза». Я до сих пор с теплом вспоминаю конец 15-го, начало 16-го годов, потому что именно в этот период, именно под эти треки у меня были самые жаркие ночи с одной очень горячей девочкой, которая позже вышла замуж за одного богатого хряка. Ага, ладно, так отвлекся. В свое время Бахтияр был настолько крут, что у него стырили мелодию не абы кто, а мировые звезды, главные кей-поп айдолы группа BTS. Нигде об этом, правда, не сообщается, но я-то слышу фирменные ходы Калиба в песне Fake Love, вышедший в 2018 году. А вот исходник. Трек «Ты словно целая вселенная». Ведь глубина твоей души для сердца моего, как целая вселенная. Вышедший 3 годами ранее, в 2015. Почему никто никого не обвиняет в плагиате? Джа Калиб выпускал хиты на протяжении лет 5, и, как кажется лично мне, лимит мелодий, идеально сочетающихся с тембром его голоса, начинает заканчиваться, так как новые треки все реже оказываются в чартах, и о нем становится слышно все меньше и меньше. Но старые хиты навсегда в моем сердце, особенно Hero. Начал слушать рэп еще на аудиокассетах в 8-летнем возрасте. Альбом Децла «Кто ты» и сборники хип-хоп-инфо в свое время затер до дыр. В 2005 году занимался брейк-дансом, а микрофон взял в 2007. По сюжету в его первом клипе «Спеши любить» девушке, которой он испытывает неутолимую страсть, всего лишь 14 лет. Нет, он не совратитель малолетних. А потому что на момент написания куплетов ему самому было 14 лет.
Песня практически сразу стала популярна в родном Казахстане. Успех имели и другие работы музыканта. Рэпер взял себе творческий псевдоним Хиросима и активно начал заниматься рэпом. Лично я услышал его в 2013 году, и мне очень понравилась тема «Любимые 2 часа». Я просто офигел от такого свежего звука. В те годы мы знали только 2 фрешманов из Средней Азии. Это Хиро и Скриптонит. И нам с друзьями казалось, что настоящим суперстаром должен стать именно Хиро. Но Скрипт тогда затмил всю новую школу в русскоязычном пространстве. Я до сих пор не могу понять, почему так вышло. Считаю музло Адиля немного переоцененным. И на его месте должен быть Хиро. Кисло-сладкий Бона. Убийцы битов из Казахстана. Так написано в их паблике в ВК. Алматинский рэп-дуэт, основанный в 2019 году. Чего таить, оба MC стилем читки похожи на Скриптонита, но есть существенное отличие. Если Скрипт делает мрачную рэп-позу, то мотивы этих ребят веселенькие и позитивненькие. Аблай и Дархан, так на самом деле зовут артистов, долгое время были знакомы, но вместе не сотрудничали. Когда у обоих в жизни наступили не лучшие времена, они случайно встретились и заобщались. Найдя некие точки соприкосновения, решили заняться общим творчеством. Фрешманский дуэт обладает еще одной отличительной чертой. Рэперы умело рифмуют на русском языке, технично вставляя казахские слова в свои тексты. Когда я слышу такие интересные приемчики, я кайфую. На сегодняшний день у них вышло 2 полноценных альбома и десятки синглов. Музыканты фитовали с Хиро, Салуки, Оудж Будой и Майотом. Пацаны дважды приезжали к нам в Якутск и раскачивали клубы как настоящие звезды. Их треки также отсутствуют в моем эстетическо-интеллектуальном, деликатно-аристократическом плейлисте, но разочек послушать можно. Кэптаун. Рэп-группа из 3 человек, ставшая известная благодаря релизу «Иллюзия нормальности» и совместными работами с такими популярными исполнителями, как Лизер, Масло черного тмина и другими. Сами исполнители родом из Астаны, но большую часть своих треков записали в Москве. До всеобщего признания ребята были обычными офисными работниками, и в их планы не входило становиться профессиональными музыкантами. Одним из первых стоящих релизов группы можно назвать трек «А как ты думал?», выпущенный в 2018 году. Многие слушатели их называют представителями новой школы, но себя к нью-скулу они причислять не желают. Рэперы предпочитают существовать на стыке поколений, где новый звук встречает старую рэп-этику, когда важно за каждую строчку, сказанную в треке, вывозить в жизни. Все вышеперечисленные артисты приезжали к нам в Якутск. Когда у Кэптаун был концерт, мне удалось пробраться в гримерку и пожать им руки. Это первые казахские рэперы, с которыми познакомился лично. Мне больше всего нравится, как читает Затон. У него мощный флоу, и он круто поет. Вот Затон и Хиро, они, по-любому есть в моем личном топ-3 рэперов из Казахстана. А трек «Будешь ли ты со мной» 2-й год на репите в моем плейлисте. Будешь ли ты со мной, если я проиграю, если я промахнусь? Ирина Кайратовна. Творческое объединение с забавным названием, выпускающее музыкальный и юмористический контент. Состав группы собрался еще в студенческие годы, когда ребята играли в КВН. Кайратовна образовалась в мае 2017 года с создания вайнов в Инстаграме. Позже комеди-рэперы переместились на YouTube, где начали выпускать юмористическое шоу с одноименным названием. За 1-й год работы музыканты собрали свыше 10 тысяч подписчиков на канале и почти 6 миллионов просмотров. Такие проблемы, как коррупция, бытовое насилие, косность мышления, нежелание развиваться и брать ответственность за свои действия, стали предметом творчества группы, участники которой обыгрывают их в юмористических скетчах и в музыкальных клипах. Мне нравится то, что они в своих аранжировках используют домбру и другие традиционные инструменты, и то, что они читают на родном языке. Лично я очень радуюсь, когда слышу знакомые якутские слова в их казахских текстах. Как ни крути, наши языки принадлежат к тюркской языковой группе. Масло черного тмина. МС из города Караганда.
Там родился и провел свои детские годы. В юношестве был активным пользователем социальных сетей и компьютерных игр. Широкие массы узнали музыканта благодаря Хаски, который опубликовал восторженный пост у себя в ВК, подкрепив сообщение 2 видеоклипами. Именно после этого началось повышенное внимание к столь разнообразному творчеству Тмина. С 13 по 14 год Айдын выпускал околофутбольный и политический рэп под псевдонимом Дока Райс. 2 последующих сценических имени Zulkar 9 и ITCH использовались Айдыном с 2014 по 2017 год. «Плохой джаз» является его первым релизом, который выходит в апреле 2018 года, и уже в августе Масло презентует общественности мини-альбом «Агис». Летом 19-го вышел дебютный студийный альбом «Кенши», в переводе с казахского «Шахтер». Название отсылает к родному городу певца Караганде, который славится своим угольным бассейном. Многие авторитетные российские рэперы очень тепло отзываются о его творчестве и даже не путают Тмина со Скриптонитом. Чего нельзя сказать обо мне, я не понимаю музыку ни первого, ни второго артиста. У обоих мало того, что не разобрать слов в текстах, так еще голоса тембрально похожи. Мамбл рэп, дословно бормочащий, мямля рэп, безусловно, один из самых популярных жанров в современном хип-хопе. Но я слишком старый, поэтому не понимаю все эти ваши трепы, дрилы и там дабстепы. Но продолжаю слушать в надежде понять, принять и проникнуться. Что для меня красота? Может, все это в одном, может, все это в бокале, может, все это со льдом. 91. Казахстанский бой-бенд, родоначальники музыкального направления Q-Pop. Неординарность исполнения и талант участников сразу сделали проект мега популярным. В состав команды входят 4 человека: Алем, Айс, Зак и Бала. 91 в переводе с английского 91. Эта цифра была выбрана не случайно, потому что 1991 – это год, когда Казахстан обрел независимость. Свой первый сингл ребята выпустили 1 сентября 2015 года. Клип на этот трек лидировал в чартах музыкальных каналов Казахстана 20 недель. Далее последовал выход многочисленных альбомов и клипов. В августе 2017 года был выпущен фильм с одноименным названием, который рассказывал о творчестве и биографии артистов коллектива. Второй документальный фильм о группе «Петь свои песни» увидел свет в ноябре 2019 года. Помимо этого, начиная с 2016 года, группа ведет видеодневник на YouTube. Все это время у проекта был продюсер Ербалат Беделханов. Но в 2022 году участники группы приняли решение прекратить с ним сотрудничество и покинули его лейбл Juice Entertainment. Тезисно. Мне нравится их речитатив на родном языке. Кстати, Зак очень круто фристайлит. В шоу «Три кота» он показал высший пилотаж рифмовки на ходу на казахском языке. Однако, как мне кажется, в группе не все рэперы. И то, как они преподносят свой материал, мне не совсем близко. В общем, я слушаю кей-поп, но только в женском исполнении. Большой фанат Blackpink, готов часами смотреть их клипы. Но когда в этом жанре начинают выплясывать крашеные пацаны, хочется убежать подальше, чтобы не видеть эту кринжатину. Сом-Клан – легендарная рэп-группа из города Актау, образованная на рубеже 90-х и нулевых. Пацаны из Сом-Клана в 2001 году получили номинацию «Лучшая новая группа» на крупном фестивале Adidas Streetball Challenge, проходившем на площади Революции в Москве. В 2003 году группа получила гран-при международного хип-хоп фестиваля «Кофемолка» в городе Чебоксары. Основателем клана является Самсон Аракелян, Big Som, композитор, музыкант, продюсер, основатель лейбла и студии звукозаписи Дома Production. Big Som начал свою карьеру в конце 90-х и успешно продолжает ее по сегодняшний день. Сом-Клан – это первая рэп-группа из Казахстана, чьи треки стали издаваться на сборниках в России и СНГ. В 2004 году
на крупнейшем лейбле Respect Production, лейбл Касты, вышел их первый студийный альбом «Еще одна история». Я помню, как купил эту кассету и слушал ее сутками напролет. А до этого в 2001 году я заслушивался треком Сом-клана с западным регионом «Покажи мне деньги» на одном из лучших российских рэп-сборников нулевых Рэп.ру.нет. Теперь вы понимаете, почему я такой скуфидрон по отношению к новой школе. Я рос на гангстер-рэпе лютых 90-х. И все эти ваши молодежные мамблы и тектоники в силу старости плохо усваиваются моим мозгом. Вау, срочное включение. У меня в руках журнал Hip Hop Info от 2000 года. Пожалуйста, мастер-шеф. И что мы видим в разделе телеги? Самсон Аракелян, 23 года, и указан его домашний телефон в Актау. Интернет-версии альбомов и сборников клана до сих пор являются одними из самых востребованных среди казахстанских рэп-исполнителей. Бронкс. Рэп-группа из города Караганда. Настоящий хардкор в духе Аникс. День рождения команды 9 сентября 2005 года. Стиль группы принадлежит к старой школе хип-хопа и переплетается с более жестким стилем хардкор. В куплетах рэперов описана уличная жизнь, философия районов и кварталов Караганды, криминал, социальные мотивы, борьба за выживание и так далее. Как утверждает один из солистов группы Камаль, мы несем в себе идеологию улиц, мы стараемся описывать ту среду, в которой непосредственно обитаем. У команды есть официальный лейбл Doomstone, являющийся звукозаписывающей компанией и продакшеном команды. По крайней мере, так было в середине нулевых. Ярчайшим творением группы был клип My Niggas, взорвавший интернет. Даже сам Фред Растар, участник нью-йоркской группы Аникс, оценил их рэп, сделав пост в Твиттере после личного прослушивания Бронкс на концерте в Алматы. Когда мы с пацанами на районе заценили этот клипак, мы прокачались конкретно, так как с детства слушали Аникс и не понимали слов. А тут такой же драйв, но на русском языке. В свое время меня нормально качало. Ребята уже давно не выступают и не выпускают совместных треков, но в деле остается лидер группы Камаль. Он занимается сольным творчеством, сотрудничает с зарубежными артистами и битмейкерами, а также диджеями. Основным ориентиром является производство песен на английском языке, что у него весьма убедительно получается. Казахстанская рэп-индустрия набрала большие обороты. Появилась сумасшедшая конкуренция между артистами. Сформировался симпатичный женский рэп. Треки D-Queen, Сеймо, Лили обязательны к прослушиванию и достойны отдельного видеоблога. Артисты из Казахстана выступают в качестве источника вдохновения для музыкантов из соседнего Кыргызстана и других центральноазиатских стран. Слушатели из республики Саха-Якутия относятся к музыкантам из Казахстана с особой любовью. Ребята, а что если нам записать совместный трек? Собрать 5-10 рэперов из КЗ и столько же из Якутии? Засэмплировать какую-нибудь добрую песню с национальным колоритом? Сделать кочевый бит в старом или в новом стиле? Написать по 8 строчек и выпустить большой дружеский бенгер? Как идея? Я могу выступить организатором со стороны Якутии, собрав самых высокотехничных и хороших по характеру рэперов. Если со стороны Казахстана найдется человек, способный собрать заинтересованных рэперов и организовать запись, пишите, сделаем коллаборацию, обходя стороной бюрократические барьеры лейблов, не затрагивая аспекты политических и религиозных институтов. Только творчество, только хип-хоп. Peace, love, unity and having fun. У меня даже есть наброски. Зацените. Это ты на языке моих предков. Родословного древа тянется к свету ветка. Иду по следу их, ведая секретом вселенной, вещая с левого берега известной всем Лены. С любым человеком мира говорю на вы, ведь я общаюсь со всем родом, а не с ним одним. Каким бы ни был над его головой дивный нимб, карма каждого накажет и отблагодарит. Ритм сердца бьется пульсом под эти биты. Мы разбираем стены и строим из них мосты. Нас закопали с именами, но мы с именами прорастали, формируя музыкой фундамент. Тюркские племена всегда были рядом. Казахстан, Аламай, Кюнсалам и Нан. Возродим, сохраним, разовьем связи и пронесем нашу дружбу сквозь века. Yürü deve sulu